старину зимой в Чувашии любили устраивать посиделки, на которых молодежь не только веселилась. Девушки, например, занимались рукоделием, а парни оценивали их работу. Чувашская мастерица в первую очередь должна была уметь красиво вышивать. В Чувашии до сих пор сохранились традиции народной вышивки. Мария Симакова знает, пожалуй, все секреты узоров и стежков. Сложность чувашской вышивки в том, что она счетная, то есть рисунок надо просчитывать по стежкам, а это требует большой сосредоточенности. Один неверный укол иголкой, и орнамент незаметно начнет разваливаться. Начинают обучение с простых стежков, например, с косички. Значит, куда первые? Сколько я отсчитываю? Вот сюда. 2. Да. А потом по этой же линии вот сюда. По этой линии? Прям сразу вынимаю сюда? Да, вынимать вот сюда, да. Да. Потом уже идем вот обратно сюда. Вот сюда выходим. Это сколько получается? 1, 2, 3, 4. 4, не 5. Вот так, через 2 стежка будем считать. Стежки же вот эти вот 2 нитки у нас. Вот один стежок, еще стежок. Сюда. Потом опять выходим вот прямо на стежок сюда. На стежок сюда вот. И вот так дальше пошли. Вышивка – дело кропотливое, требующее усидчивости. Но в то же время, начиная вышивать, хочется быстрее увидеть, что получится. Тело пошло, да? Ну, азарт появляется. Интересно, да? Ну, вот видите, вот так вот и азарт это затягивает человека туда. Действительно затягивает. Чувашская вышивка очень гладкая и ровная. Найти узелки невозможно, потому что их нет. Пониже. Поближе, да. Вот, видите, ни хвостика нет, ни конца нету, ничего нету. Вот так они остаются, прячутся. Кстати, в старину чувашские мастерицы в узорах зашифровывали послания. Дело в том, что некоторые элементы узоров символизировали буквы и даже целые слова. Там есть вот как спашенная земля, чернозем, вот такой вот. А потом как вода, вот реки текут, вот они похожи, вот эти стежки, вот эти знаки. Есть стилизованный вот этот животный мир, такой тоже. Ну, в общем, там много всего. С посланиями или без, но в старину девушка к своей свадьбе должна была расшить не 1 десяток рушников, скатертей, рубашек и платков. Девушки учились вышивать для того, чтобы выйти замуж, потому что в старину невесту оценивали по количеству вышивки и, конечно, по ее качеству. А современные невесты предпочитают выходить замуж в традиционных национальных платьях. И чтобы наряд был законченным, помимо красивого костюма должно быть еще головное украшение – тухья. На шею надевается нашейное украшение, потому что в старину шея девушки не должна была быть видна. Символическая лента – теветь. И в старину у богатой невесты все вот эти украшения, выполненные в серебре, могли весить до 16 килограммов. Так что в старину невесте было очень тяжело на свадьбе. Костюмы разных эпох, серебряные украшения и старинные вышивки хранятся в Чувашском национальном музее. В старину в Чувашии даже крестьянские девушки носили богато вышитые платья и дорогие серебряные украшения. Как говорят ученые, вышивка делалась не только для красоты, а в первую очередь она несла информацию о самом человеке. Например, девичий головной убор напоминает о военном прошлом, когда оружие держали в руках даже девушки. Тухья – не что иное, как шлем.
какие-то узоры, знаки, говорящие о его положении, о его, может быть, месте проживания, вот, о его половозрастном положении, девушка ли это, женщина ли замужняя. Вот. Поэтому эти узоры, конечно, на только конкретных местах делали. Ну, как правило, это вокруг вырезов делалось обязательно узорное обрамление. Это, видимо, все-таки, чтобы и отпугивать злые духи, и что-то свое привносить. В старину вышивка считалась оберегом, поэтому праздничные наряды и особенно свадебные костюмы на треть украшали узорами. Покрывало символизирует особую защиту. Это может быть защита вообще космосом и ее судьбы, ее жизни предстоящей. Это может быть символика какая-то предстоящей жизни, ну, вот такая, в таком глобальном смысле. Ну, вот она как женщина уже вступает в новую жизнь, и вот узоры охраняют как бы ее будущей жизни. Чтобы создать такую красоту, чувашская девушка должна была вышивать каждую свободную минуту. Поэтому мастерицы постоянно носили с собой пяльцы. Даже на веселый улах приходили с рукоделием.